Дорогие друзья, сегодня в гостях у музея преподаватель детской художественной школы номер 4, мастер декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России Ирина Григорьевна Чумакова-Семенова. Здравствуйте, Ирина Здравствуйте, Григорьевна. Анна Николаевна. Ирина Григорьевна, принято считать, на самом деле, наверное, так и есть, что каждый выбирает свой путь, определяет сам свою судьбу и свою дорогу. И интересно было бы узнать, что привело вас именно на этот путь, на путь мастера декоративно-прикладного искусства, на путь, связанный с вышивкой, одним из древнейших видов народного искусства, народного творчества. Ну, так уж получилось, что закончила я живописное отделение нашей художественной школы. И затем поступила в Саранское художественное училище на прикладное отделение. Вот что меня тогда подвигло, я не могу сейчас вспомнить, это было очень давно. Но вот, значит, как-то вот так вот звезды сошлись в это время. И не только. Как бы со стороны матери у нас было очень много именно вышивальщиц. Вот я даже принесла специально такой вот альбомчик, где очень редкие такие распечатки с фотографий. Вот. Моя двоюродная прабабушка Пелагея Михеевна, сестра дедушки. Прабабушка уже получается. Все сестры дедушкины, они все занимались вышивкой. И у них как бы всей деревни в Торбеевском районе приходили к ним, как мы бы сейчас сказали, на консультацию. То есть они были такими мастерицами, да, из народа. Вот. Я не знала, когда поступала в училище. Я потом узнала как бы историю своей семьи. Вот. А вы родились и выросли в Торбеевском районе? Или... Нет, я из Саранска, но как бы корни связаны с землей. Из Торбеевского района. Да, с деревней. Отец у меня больше Игнатовского района, то есть мама Шокша. То есть я, получается, полуэрзи, полушокша, представитель коренной национальности мордовской. Все-таки талант проснулся, заложенный поколениями, заложенный где-то на уровне генетики, наверное. Да, скорее всего, так и получилось. И в художественном училище вы поступили на декоративно-прикладное отделение к педагогу? Я благодарна своим педагогам Людмиле Михайловне Острось, Татьяне Николаевне Гвоздевой, которой я делала дипломную работу. Ну, и она нас сопровождала в течение всех 4 лет обучения. Эти годы я вспоминаю с удовольствием. Было настоящее творчество. В общем, очень сильный у нас был выпуск. И сейчас в каталоге работы нашей группы представлены как наиболее сильные такие вот из второго выпуска, получается. Уроки были интересные и по живописи, и по цветоведению. Но основное мое дело было изучить, конечно же, уже на профессиональной основе технику, потому что я до этого об этом даже и не знала. Мне прабабушки, естественно, не могли этого передать мастерства. Получается, что я занялась этим уже под руководством современных наших мастериц профессиональных, вот, за что им очень благодарна. Вот дальше мой путь определился. 33 года я уже работаю в художественной школе, я там сторожил, ветеран. В общем, пришла одна из первых. А вы сами сделали этот выбор, решили пойти после училища в художественную школу преподавать? Или было какое-то распределение? Или вас туда пригласили? Нет, распределения не было на тот момент. Так получилось, что все было удобно, школа родная. Преподаватели были мои же преподаватели, так что я как бы вот в родное гнездо и вернулась, собственно, через несколько лет. Вот, и по сей день работаю в этом учебном заведении. Вы, конечно, помните свои первые выпуски. И те девочки, которые учатся у вас сейчас, есть между ними разница в отношении к предмету, в желании работать, в желании пойти, может быть, продолжать дальше совершенствоваться, или нет такого? Ну, первые выпуски я, конечно, свои все помню. И вот что я хочу сказать. Всегда есть вот среди какой-то группы детей звездочки, я их называю, яркие такие. Вот. А есть те дети, которые просто, ну, как все дети, получают удовольствие от наших занятий. И немногие из них выбирают профессиональный путь.
Это так и должно быть, мне кажется, потому что художники — штучный товар, их не бывает много. Вот, тем более такая, в общем-то, редкая, я считаю, профессия, как прикладник именно по вышивке в таком направлении. Вот, дети, ну, дети всегда были талантливые, с одаренностью, с очень хорошими способностями. В общем-то, я, конечно, не могу вот вспомнить всех, да, потому что всех мы детей помним по их, прежде всего, творческим проектам. Вот какие нам проекты оставили наши дети после выпуска школы, мы, собственно, вспоминаем их вот по этим творческим работам. Они, конечно, были сделаны совместно со мной, потому что всегда частица преподавательского труда есть в детской работе, естественно. Выпускаем мы порой детей 11-12 лет, то есть совсем в силу возраста маленькая мастерица. Поэтому, конечно, преподавательский труд вкладывается большой. Вот. Стараемся не повторяться с работами, с видом изделия и с вышивкой. 2 работы одинаковые у нас никогда не получается сделать. Скажите, а ваши ученики приводят к вам уже своих детей? Естественно, приводят. У меня уже 2-е поколение. Могу вспомнить, наверное, мамочек 5-6, которые привели уже своих дочек. То есть я могу даже сравнить, как из одной семьи, какие мастерицы приходят. И могу сказать, что вот мамочки были немного талантливее. Чуть-чуть. Потому что, наверное, сейчас это не востребовано, да, не современный вид творчества. Поэтому, естественно, усилий дети вкладывают в это чуть меньше. Я не скажу всей массы, нет. Но вот просто я всегда хвалю ваших мамочек. Я говорю, посмотрите, как они вышивали. Вот подтягивайтесь до уровня. Я хочу, чтобы вы превзошли своих родителей. Ирина Григорьевна, а для ученических работ вы эскизы разрабатываете самостоятельно, сами? Или дети в этом принимают какое-то участие? Естественно, когда уже войдут в курс дела. Естественно, я им очень помогаю. И сначала мы работаем с таблицами. Отец финно-угорской этнографии Аксель Хейкель оставил нам такое большое орнаментальное наследство. Конечно, мы изучаем сначала таблицы различные из музейных фондов, в том числе и из вашего музея. Вот. И потом делаем зарисовки. Вот здесь вот, наверное, часть детских зарисовок. зарисовок. То есть перерисовываете орнамент с таблиц на бумагу? Не просто перерисовываем, мы осмысливаем его. То есть они берут фрагмент какой-то наиболее яркий, вот, допустим, ромб какой-то, и вокруг него строить дальнейшую композицию. Для чего это делается? Для того, чтобы с 1 класса уже они почувствовали, вот на чем основан орнамент. У него структуру есть принципы, законы, да, как у любого орнаментального искусства. Мы изучаем семантику орнамента, то есть не просто вот вышиваем какую-то фигуру, да, а напоминаю я, что она обозначает нечто. Это знак определенный, который может какую-то информацию донести. Если мы будем дальше передавать эту информацию, мы будем понимать, что, собственно, мы хотели изобразить. Потому что вышивка – это тоже изобразительный вид творчества. То есть не просто чисто механически переносите понравившийся вам мотив, а обосновываете его присутствие именно здесь, именно в сочетании с другими орнаментами. Обязательно. Это вот цепочка, взаимосвязь обязательно присутствует. Иртянский орнамент мы не путаем с макшанским, не смешиваем их в одном изделии. То есть у нас вот идет разделение. Есть, конечно, работы, в которых мы вот проявляем фантазию, мы уже переходим вот сейчас на какие-то новые материалы, но это естественно, да, которые творческое переосмысление отличает как раз авторскую работу от чистого копирования. Нет, ничего не копируем. Могу сказать, что наши вещи уникальны, нигде в интернете их нельзя просто обнаружить. И даже эскизы, которые остаются после выполнения работы, они никогда не копируются. Просто я их оставляю, например, чтобы какую-то компиляцию сделать, собрать несколько орнаментов с 2 работ, например, чтобы создать еще более сильную, уникальную вещь. То есть каждая из представленных здесь ученических работ уникальна сама по себе, то есть они неповторимы. Мы не можем здесь найти ни одной одинаковой работы, которая копировала другую. Естественно, да.
Ни по орнаментике, ни по цвету, ни по смысловым элементам каким-то, ни по каким-то способам ручного оформления. Вот, например, кружево мы не повторяем уже никогда, второй раз такой же. Ну, чтобы мы на выставке нашей не увидели двух одинаковых работ, потому что нам самим будет неинтересно дальше. Мы остановимся в своем развитии. Ирина Григорьевна, а вы можете объяснить для наших зрителей значение некоторых из орнаментальных мотивов, которые мы здесь видим? Мы затронули уже тему семантики немного, и хотелось бы подробнее узнать о том, почему они изображены именно вот в такой последовательности, в таком порядке, и почему вот этот, например, орнамент не может присутствовать рядом вот с другим. Ну, не то, что он не может присутствовать, но мы все-таки в детских работах, даже в детских, должны осмысливать орнамент. Например, сразу они у меня изучают, дети, что раз мы девочки с вами, женское начало должно быть и в наших работах присутствовать. Вот. А символ женского начала ромб считается в мордовской орнаментике и в орнаментике некоторых других народов. Ну, вот, допустим, ряд бордюр из ромбов, да, и я всегда говорю, посмотрите, сколько здесь талантливого женского вот вы вышиваете и должны об этом помнить. Например, крест с вертикальной горизонтальной линией, вот у вас в руках полотенце, да, здесь вот читается крест по центру этой работы. Это символ мужского и женского, да, как в китайской орнаментике инь-янь. Причем это более такой вот брутальный знак, когда две перекрещивающиеся линии. Есть вот этот крест, вот этот темный крест. Вот это наша фигура восьмиконечная, да, которая присутствует на нашем, в том числе, государственном символе, да, флаге. Ну, это самый, пожалуй, известный знак Солнца, солярный знак, самый известный, наверное, символ. Конечно, всем нужно солнце, тепло, жизнь, и поэтому, да, мы, конечно, его приветствуем. По другой версии, этот знак обозначал 4 стороны света. Еще я читала в какой-то специальной литературе, что это изображение, конечно, очень сильно стилизованное изображение птиц. А, как известно, птицы – это священные существа для мордовского искусства. Ромб, вот посмотрите, под вашей рукой полотенце с макшанской вышивкой. Да, это тоже женское начало. Вот такие вот вытянутые ромбы. И внутри различные, тоже более мелкие орнаменты. То есть вот этот ромб и заключенные в него ромбы. Да. Многократно повторенное женское начало здесь. А вот эти крючки, которыми он огорожен как бы со всех сторон. Да, кайма, который вот огораживает эти ромбы, это скорее знаки семьи, единства семьи, так как семья понятие очень широкое, да, семья – это семья, там 2-3 человека, а может быть семья, родина, вот, то это различные обереговые знаки семьи и единства. Я бы так охарактеризовала. В этом году на дистанционном обучении мы сделали вот чуть-чуть правее от вас такой вот столешник. Девочка выполняла его самостоятельно, можно сказать, в электронном виде обучения. Вот. И мы назвали этот столешник «Сила 4 стихий», то есть земля, огонь, вода и воздух. И здесь мы видим и косые кресты, и квадраты, и бордюры с обереговыми знаками, и ромбы. Косые кресты мы видим. Женское квадраты начало, косой крест, более видим. мягкое, а прямой крест более мужское, агрессивное. Ромбы мы тоже здесь нашли. И кайму. Ну, кайма такая вот текучая. Возможно, мы хотели передать все-таки воду вот этим знаком, чтобы у нас как бы собрались все 4 стихии в этой работе. И персиковая кайма, она тоже как бы приближает нас к цветам камня, песка, минералов каких-то природных оттенков. Вот. Различные, вот с правой стороны от вас, вот такие вот обереговые фигуры. Ну, в основе тоже лежит ромб. «Весна вот пришла», мы назвали этот проект. Многократно повторяющиеся такие вот
Но это все служило оберегом. изогнутые линии, то есть они тоже должны как бы вот оградить человека, носящего этот орнамент. От от- всего недоброго, от болезней, пожелать ему хорошей дороги, если он куда-то путешествует. Вот эти S-образные мотивы, они тоже очень часто встречаются в макшанских вышивках. Вот, если судить по этнографическим уже вещам из фондов нашего музея, то многие из этих орнаментов мне узнаваемы. К сожалению, мастерицы, которые вышивали их и которые могли бы рассказать во всех подробностях, что именно они имели в виду тем или иным знаком, не оставили никаких письменных свидетельств К сожалению, этого. да. И даже из устно не передали через многие поколения вот истинный смысл того, что они делали. Поэтому современным авторам приходится осмысливать это, как-то искать Дополнительную дополнительной литературу, чтобы литературе. немножко глубже в это окунуться. Потому что вот мои предки, естественно, они были по большей части безграмотными, они не могли семантику мне передать. И, к большому сожалению, исследователи достаточно поздно обратили внимание на красоту мордовской вышивки. И если говорить о том же самом Гейкеле, он сделал огромную работу, переведя рисунок орнамента на бумагу. То есть благодаря ему мы имеем огромное количество образцов, вариантов мордовской вышивки. Но Гейкеля не интересовала семантика этой вышивки, его не интересовали Да, по большей названия части, да. аутентичные этой вышивки. А вот он мог бы еще их записать в то время, мог бы, еще говоря с носителями этой культуры, написать Но его целый этот аспект не Да, интересовал. но его этот аспект И не большая интересовал. благодарность ему, что он оставил нам вот такое наследие, которым мы можем пользоваться, осмысливать его уже, будучи носителем Да, национальной да. культуры. Может быть, это и не входило в его планы. Нет, конечно, это не входило в его планы, его интересовало другое. Но вот, к большому сожалению, никто не заинтересовался действительно вот таким смысловым значением вышивки в то время. А более поздние исследователи, к сожалению, уже были лишены такой возможности. Вот, кстати, вот этот столешник, это работа прошлого выпуска, мы Мгм. назвали посвящение Акселю Хейкелю. Аксель так и назвали этот Надо столешник. его Вот такая легкая ажурная макшанская вышивка, очень из очень красиво. ограниченного количества цветов. Ведь монохром, он дает такое благородство вот этой вышивке. Вот посвятили этому исследователю. То есть дети знают, кто для них собирал материал орнаментальный, и могут спокойно пользоваться и создавать свои маленькие шедевры. Ирина Григорьевна, я знаю, что вы занимаетесь не только вышивкой. То есть ваша работа – это и бисероплетение, и батик, и вообще очень такой многогранный человек. И здесь как раз работы ваших учеников, которые сделаны в других техниках. Вот в технике вышивки бисером, например. Такая чудесная совершенно сумочка. Да, мы назвали ее «Вечность». На каком-то конкурсе не понравилось это название жюри, но я настаиваю на нем, потому что у нас тут вечные мотивы. И вот этот знак и ромб, и крест – это практически вот отсыл к вечным мотивам. Поэтому вот что пришло в голову, на том я и настаиваю. И вы, конечно, не только педагог, вы еще и художник, творческий человек, который не только обучает других своему мастерству, но еще и мастерство творчески переосмысливает, работает в этом плане. И у вас, у самой Ирины Григорьевны, очень много творческих работ. Я знаю, вы постоянный участник выставок профессионального мастерства. И хотелось бы поближе познакомиться с вашим личным творчеством, не только с работами ваших замечательных учеников. С удовольствием. Ну, на творчество, как всегда, у нас не так много времени. Все свои силы мы вкладываем в проекты ученические прежде всего. То есть, прежде всего, педагогика и преподавание. Поэтому небольшая часть работ, да, конечно, я представила. Предлагаю перейти к стенду с вашими работами и там поговорить уже о вашем личном творчестве. Хорошо. Хочу немного рассказать о своем личном творчестве. Конечно, преподавательская работа – это очень важно. Все силы мы вкладываем в
в работу учеников, но не надо забывать, что мы художники и должны представлять свои творческие проекты профессиональные. С художественное училище меня еще заинтересовала тема костюмы. То, что сейчас Саранское художественное училище перешло полностью на оформление костюмов. Вот это была моя дипломная работа, платье на девочку-подростка. И, собственно, вот и работа моей ученицы, естественно, с большим моим вложением творческим, она тоже как бы завершила этот цикл. То есть вот такая перекличка из поколения в поколение произошла. Вот потом был костюм для ансамбля Келу. Они в нем долго и благополучно выступали на различных концертных площадках. Вот. Потом был макшанский костюм с тонкой ювелирной вышивкой. Вот фрагмент костюма можно здесь посмотреть. Это уже для другого костюма я его выполняла, но, возможно, он тоже появится когда-нибудь. Вот. Так, различные бисерные украшения я выполняю, естественно, костюмом. Пулай, пулагай. Так, и, естественно, моя любимая вышивка и сувенирные куклы, и одежда на взрослых уже. Здесь вот представлен такой проект полотенца по макшанским мотивам. Почему по макшанским мотивам? Потому что ткань современный, материал современный, вышивка получилась разреженной, но я ее решила назвать такой по мотивам импрессионизма. То есть она не совсем, конечно, в народных традициях. На той ткани, которая использовалась нашими предками, такая работа, естественно, выглядела бы совсем иначе. Вот холст, который мне достался от предков, это натуральный хлопок, и на нем, оказывается, можно делать современные изделия какие-то. Макшанская вышивка, эрзянская вышивка со стилизованными фигурками, с различным оформлением работ. Но меня интересует не только вышивка, я еще занимаюсь батиком очень давно. Сейчас как-то немножко перестала, но вот такой вид творчества меня тоже интересует. Вообще я увлекающийся человек. Вот здесь небольшая часть, конечно, моих работ. Вот это уже ученические работы, выполненные в технике роспись по ткани. Девочки были единственными детьми-участниками среди взрослых моделей, очень этим гордились. Вот такие вот тоже дизайнерские вещи из моей личной коллекции. И я делаю их на продажу. Такие вот уже станковые работы. Вот эта работа была мной отправлена на последний конкурс. Сейчас в онлайн-режиме все проходит. Спасибо врачам. Я вот выразил благодарность прежде всего китайским врачам, которые приняли на себя весь удар в связи с нашим таким не очень простым положением. Бисерное плетение я представляю тут. В общем, планов много. Планы такие... Не скажу, что радужные, потому что если такой дистант продлится, нам очень сложно будет работать, показывать. Без зрителей мы не можем все-таки работать. Мы должны какой-то отклик, обратную реакцию видеть. И я очень надеюсь, что мы со зрителями все-таки встретимся и будем встречаться. И наше искусство, конечно, принадлежит зрителю. Спасибо большое за внимание. Ирина Григорьевна, большое спасибо вам за интересный рассказ. Мы столько нового сегодня узнали и о вышивке, и о ваших учениках, и о вашей профессиональной и творческой деятельности. Мы, наверное, поняли разницу между макшанским и эрзянским орнаментом. Мы осмыслили, насколько древние корни имеет это прекрасное благородное искусство. Хотелось только узнать больше о технике самой вышивки. Есть ли какие-нибудь различия между техникой эрзянской и макшанской? Почему применяются именно такие цвета, красный и черный? И насколько легко или наоборот сложно работать в технике традиционной макшанской и эрзянской вышивки?
Я прошу, чтобы вы нам это показали. Хорошо, с удовольствием. Несколько слов об основных видах вышивки эрзянской и макшанской. Макшанская вышивка, чем она характеризуется? Ну, когда-то в древности она была более монохромная, чем мы сейчас привыкли ее рассматривать, приближена по цветовой гамме к эрзянской. Вот. И в 20 веке появилось такое многоцветие совершенно разнообразное. И мы вот ее можем воспринимать уже отличной от эрзянской вышивки, хотя когда-то они были очень близки между собой. Появились новые виды швов, русский крест, допустим, эти рисунки вот выполнены с полотенцев довольно современных. Появилась вышивка русский крест на непосредственно макшанских костюмах. Это деталь рукава. Как видите, здесь все швы, ну, за исключением там 2-3, выполнена техникой русский крест. Вот. Есть, конечно, и шов-роспись, но он здесь очень немногочисленный. Какие виды швов макшанской вышивки в основном? Это косая стежка в разных, причем интерпретациях, и по прямой линии, и заключенный в какую-то форму в орнамент. Любимый шов – шов-кирпичик, он относится к гладиевым швам. Назвали его так по аналогии с укладкой кирпичной. Есть очень интересный шов, набор. Он заключается в том, что нити в особом ритмичном порядке то набираются, то пропускаются. То есть такой позитив, негатив получается на рисунке. Эрзянские швы, как известно, вышивали с лицевой стороны, а макшанские в основном с изнаночной стороны. Такая техника как бы была в далекие времена. Есть такие универсальные фигуры, которые можно встретить и в той, и в другой вышивке. Но здесь вот мной собраны солярные знаки, свастические элементы. Они встречаются и в вышивке мокши, и в вышивке эрзи. Так, шов-косичка встречается как в эрзянской, так и в макшанской вышивке. Эрзянская вышивка монохромная, вот иногда состоит всего лишь из 2 цветов, темно-синий и очень красивый насыщенный красный цвет, приглушенный. Иногда в качестве дополнительного цвета включается зеленый сложный цвет или приглушенный желтый цвет. Но иногда обходимся и без этих 2 дополнительных цветов, потому что выразительность этой вышивки эрзянской не требует дополнительного вливания цветов. Так, ну, видите, вот даже наглядно в таблицах видно цветовое различие этих вышивок. Макшанской может быть и оранжевый, и желтый, и гамма сиреневых цветов. Причем такими частями. Видите, здесь вот за счет только черного цвета очень выразительная вышивка, очень изысканная, ювелирная получается. Косой стежок очень популярен в этой вышивке. Вот здесь вы видите вся вот эта вот, ну, можно сказать, розетка выполнена косой стежкой. Кроме того, встречается косой стежок, шов-крест, роспись и такой шов оформительский, как бы мережка-панка. Она может встречаться, эта мережка, и также и в эрзянской вышивке. Вот основные характеристики вышивок я вам назвала. Сейчас я продемонстрирую вам некоторые швы эрзянской вышивки. Наше изделие будет представлять собой эрзянское полотенце с кружевом. И вот оно в процессе работы. Значит, это шов-роспись. Выполняется в прямом и обратном направлении. Так как у меня сейчас нет пяльцев таких профессиональных квадратных, я это демонстрирую на круглых. То есть это не очень правильная техника вышивки, но в походных условиях как бы я могу себе это позволить. Вышивка, естественно, она запялена на пяльце будет, и там работают 2 руки. У меня в данном случае работает только правая. Так, мы совершаем такие вот движения, работаем только на лице работы.
Канва крупная, клетки хорошо заметны, поэтому такую вышивку и дети, и взрослые вышивают без особых трудностей. Так, вот я совершила первый ход в соответствии с рисунком. И теперь можно возвратиться назад, и наша вышивка будет иметь вот такой вот законченный вид. То есть чередование треугольников простой формы с треугольниками более сложной. Опускаемся мы острым острием иглы и поднимаемся на лицо работы тупым, чтобы была техника безопасности. Вот такая вышивка. На лице изнанки она выглядит совершенно одинаково. Шов, роспись. Так, демонстрирую следующий шов. Называется он шов-пуговка. И другое название носит косая стежка по спирали. Так, вставляем мы ниточку в иголочку таким профессиональным способом. Чтобы вышивка у нас была ровная, ниточку вот так выглаживаем, чтобы она была постоянно пушистенькая. Так, рисунок у нас такой. Чередование двух красных фигур, напоминающих копеечку. Еще название этой вышивки есть. И двух красных. Красный цвет доминанта здесь. Он будет постоянно у нас на первом месте. Так, черную вышивку мы сейчас продолжим. Опускаемся на изнанку и аккуратненько переходим по красной пуговке под стежками. Не делаем никаких больших переходов, чтобы работа и на изнанке была красивая. Так, красная вышивка при этом остается всегда на лице, чтобы она у нас на изнанке не запутала последующую черную вышивку. В этом элементе несколько движений. Вот я их сейчас все по часовой стрелке, слева направо, вышиваю. Так, последний шов, чтобы у нас была спираль бесконечная, мы поддеваем под первый шов иголочку. И завершает нашу вышивку обычный русский крест. Все, поднимаемся иголочкой на лицевую сторону работы и точно по такому же принципу работаем с красной ниткой. Они у нас чередуются постоянно в работе. Русский крест очень элементарный шов, с ним справятся даже дети. Поэтому я покажу вам более сложный шов косичка. Так, попробую это сделать без пяльцев и сравню, насколько это будет мне неудобно делать. Так, во-первых, я оставила конец предыдущего шва вот с такой короткой ниткой. Для чего я это делаю? Чтобы точно не забыть, где мне сделать последний, последующий шов. Берем ниточки побольше, потому что этот шов такой густой, забирает много материала, поэтому нитку берем сразу побольше. Так, итак, я определила, где у меня будет последующий шов, и начиная с этого места вышиваю. Представляет этот шов косичка вот такие вот косые стежки. Укладываем такой, как паркетик. Чем-то напоминает действительно косичку или колосок. Вышивается в две клетки, или если эта ткань у нас с тонкими нитями, то в несколько нитей, для того, чтобы этот шов был такой эффектный, широкий. Так, немножко не туда.
Таким образом мы вышиваем и дальше. Теперь мы можем закрепить эту нитку. Это один из немногих, пожалуй, швов, который закреплять можно даже на лице работы. Почему на лице, сейчас продемонстрирую. То есть мы закрепили, аккуратненько отрезали, не затрагивая предыдущий шов. И вот посмотрите, так как на изнанке нам не очень было бы удобно закрепить нитку, мы это делаем на лице работы. Вот несколько швов персианской вышивки, наиболее доступных для выполнения.